Всем привет! В этом ролике мы разберем некоторые основы работы с 3D принтером на основе модели Flying Bear 4S. К сожалению, мы не можем просто взять понравившуюся модель, отправить на принтер и распечатать, как мы это делаем с обычной бумагой, отправляя ее на принтер. Перед печатью нужно провести некоторые процессы, нужные для того, чтобы принтер понял, что и как ему нужно печатать. Для начала нам потребуется скачать программу Ultimaker Cura. Cura является бесплатным приложением для 3D нарезки моделей. Что такое нарезка? Нарезка — это преобразование модели в формат, который понимает 3D принтер. Далее на примере я покажу, что это такое. Для начала нам нужно скачать программу с данного сайта. То есть переходим во вкладку Software и нажимаем на вкладку. Эта программа бесплатная. Так. После того, как мы ее скачаем, запустим установку, принимаем все, что он нам предлагает, и далее запускаем программу. После запуска у нас выйдет данное меню, где нам предложат выбрать принтер. Но так как у нас данного принтера, то есть модели Flying Bear 4S нету, мы переходим в вкладку Custom, что означает как бы собственный принтер. Нажимаем Next. И далее у нас выйдет такое вот страшное меню. После того, как у вас вышло данное меню, нужно внимательно прочитать инструкцию к принтеру и найти раздел с настройками. Вот так выглядит страница с настройками. И после нужно перенести все настройки в Cura. Я это сделаю за кадром. Увидимся через мгновение. Итак, я перенес все настройки из инструкции. Это очень важно сделать, то есть сделать это как бы с точностью, так как если что-то написано не так, это может привести к неполадке в работе 3D принтера. То есть это очень важно. То есть вот я тут две вкладки, я все заполнил. Далее Next, далее Finish. Это сейчас мы заполнили первичные настройки, есть еще вторичные, они тоже не менее важны. То есть здесь у нас наш принтер, далее здесь мы должны выбрать, ну это уже зависит, конечно, от принтера, то есть выбрать материал, какой у вас, и далее выбрать профиль. В моем случае это драфт 0,2 мм. И вот здесь тоже в соответствии с настройками в инструкции нужно все прописать. Я это тоже сделаю за кадром и вернусь. Итак, я внес все настройки. И далее нам нужно найти нашу модель. Для этого мы будем пользоваться сайтом thingiverse.com и, допустим, в поисковой строке найдем Dice, обычный кубик игровой. Так, ну, например, вот. Возьмем вот этот. Ага, отлично. Далее нажимаем на эту кнопку. Ждем несколько секунд. И у нас скачивается файл. Далее мы его открываем. И, например, скидываем на рабочий стол. Так, ага, он у нас появился. Далее заходим в нашу программу. Нажимаем на эту кнопку, рабочий стол, и вот этот файл. Открыть. И вот наш кубик появился в программе. Важно отметить, что форматы, которые принимает данная программа, являются форматы, в данном случае STL или OBJ. Вот. Так, после того, как мы перенесли наш объект, можем изменить его размер. Нажимаем на эту кнопку и делаем, например, его чуть-чуть поменьше, чтобы он распечатался немного побыстрее, потому что принтер, он печатает не очень, скажем так, быстро. Вот. Так, после того, как мы перенесли модель,
в нашу программу, можно заметить такую кнопочку Slice. То есть это и есть та самая нарезка, о которой я говорил еще в начале. Нажимаем на эту кнопку, происходит процесс. Далее нажимаем Preview. Здесь, кстати, показано, сколько грамм пластика у нас израсходуется. Нажимаем Preview. И наша модель немножко изменила свою форму. То есть она теперь состоит из таких вот полосочек. Эти полосочки указывают то, как нашему принтеру, точнее нашему экструдеру. Экструдер — это то, что как бы выдавливает пластик. Данная модель показывает ему, как ему следует это делать. Вот. Ну, я немножко сейчас переделаю. Чуть-чуть побольше ее сделаю, эту модельку. Опять ее выберу. Вот. Ну, в целом, ладно. Наверное, оставим так, как есть. Слайс. Происходит процесс. Превью. Уже 5 грамм израсходует. И вот так. Далее мы ее сохраняем. Ага, сохраняем тоже на рабочий стол. Пусть называется так. Данная программа, она сохраняет все в формате G-Code. Это формат, который понимает принтер. Так, сохраняем. Вот. Появился у нас данный файл. Далее переходим в накопитель. Флешка, она как бы, чтобы перенести на принтер, нам нужна как бы флешка. Сам принтер, он как бы с компьютером никак не связан. Переносим это на флешку. И далее перенесем это в принтер. В моем случае флешка, она как бы является с SD-картой внутри. И данная модель принимает только SD-карту. Вот, сейчас я ее вставлю и перейдем уже к печати. И вот я вставил SD-карту. И следующее, что нам нужно будет сделать, это откалибровать наш принтер. Для этого у данной модели имеется особый файл, который тоже как бы нужно распечатать. Ну, сейчас выберем нагрев, выберем материал наш, в данном случае PLA, и назад. Далее печать. И вот далее у нас появляется интерфейс нашей флешки. И первое, что нам нужно сделать, это нажать на Enter 3 Bed Leveling. Это является калибровкой. Да, начинаем печать. Здесь можно заметить, что принтер начинает нагреваться, то есть экструдер начинает нагреваться. Экструдер это вот эта вот штука, которая выдавливает пластик. И также происходит нагрев вот этой части самого палета до 60 градусов. Сейчас подождем, пока он нагреется и начнет печатать. А еще важная вещь, перед тем, как он начинает печатать, то есть он нагревается, и при этом немножко пластика как бы выдавливается из нашего экструдера. Для этого присутствуют специальные щипчики, которым мы должны снимать остатки, точнее вот этот ненужный выдавленный пластик. То есть при печати самое важное — это следить за самой печатью. То есть нельзя оставить принтер просто печатать и не следить за этим. Вот, нагревается. Вернусь, когда он начнет печатать. И вот он у нас нагрелся до нужной температуры и, собственно, начал нашу калибровку. Ну, собственно, он рисует вот такие вот кружочки,
которые дают ему некий ориентир. Ну, вот первые несколько кружочков не получились, но это нормально, для этого как бы и делается калибровка, чтобы в дальнейшем он выдавливал пластик уже нормально. Вот, допустим, нормальный кружочек. Вот. Хорошо, пусть он заканчивает. Вернусь после того, как он закончит, собственно. Так, вот он закончил нашу калибровку. Нужно проверить, нет ли там ничего лишнего у нас в экструдере. Немножко есть. На это убираем, пока оно не застыло. Оп. Ага. Так, и вот он закончил печать. И далее с помощью вот такой вот лопатки нужно аккуратненько все это подснять. Так как у нас вот этот палет, он нагретый, это не составляет особого труда. Вот. Так вот. Угу. Также не рекомендую прикасаться руками к данному экструдеру, он очень горячий. Палет, он нагрет до 60 градусов, ну, как бы его тоже лучше бы не трогать в целях безопасности. Вот здесь еще немножко появилось. Нужно убрать. Ага, окей. Итак, сама печать у нас заняла 3 минуты. Ну, так как это была простая моделька, ну, даже не моделька, как калибровочная такая некая настройка, скажем так. Итак, перейдем к печати нашей собственной модели, которую мы скачали. Опять же выбираем нагрев, выбираем тип пластика PLA в моем случае и нажимаем печать. Выбираем нашу модель, нажимаем ОК, да, и все. Опять идет нагрев. И в целом все должно происходить точно так же. Он нагреется и далее он начнет печатать. Итак, он нагрелся и уже поехал печатать. Этот процесс будет не очень быстрый, так как моделька чуть-чуть побольше. Поэтому я уже вернусь, когда моделька будет распечатанная. Итак, принтер только что закончил свою работу. Печать длилась 16 минут. На самом деле она была дольше, так как моделька распечаталась не с первого раза. Так, после того, как модель будет напечатана, ее нужно аккуратно снять лопаточкой от палета. После печати получается вот такая вот модель. Она немножко кривенько распечаталась, но это зависит от как бы самой модели и от настроек принтера, ну и также качество самого этого принтера. Собственно, вот. Итак, на этом все. Всем спасибо за просмотр.